Bir yerde hormatly prezidentimiz Russiya 1 we Russiya 24 tele aýlymlarynyň habarçysy Robert Frantsiýa bilen söhbetdeş bolup, onuň gyzyklanýan suwallaryna jogap berdi. Я вас видел на Азиаде, в том году вы хорошо освещали. Видел и на реализации крупномасштабного проекта Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Это большой проект. В этом проекте мы пригласили всех. Первое, конечно, наших друзей, российских коллег. Мы разговаривали на эту тему. А сегодня, видите, это наш национальный праздник. Тем более он раньше как у нас знаменовался? Праздник Ахалтекинского скакуна. А позавчера на заседании Кабинета министров как-то мы пришли к мнению, чтобы еще дополнить его, как он национальный праздник. Ну вот, например, смотрите, наши ковры. Да. Это национальное достояние. Ахалтекинский конь вы видели. А вчера видели на руках алабайчиков? Да. Тоже национальное достояние. Вы вчера так на коне лихо. Вы как часто занимаетесь? Просто так прям выглядело. Это, наверное, в моих генах. Не только у меня, у них тоже. У всех, у туркменов. Мы все урожденные всадники. Поэтому это из поколения в поколение в генах у нас заложено. Бытность Советского Союза у нас было ГТО. Готов к труду и обороне. И мы, как молодое подрастающее поколение, если не могли пройти ГТО, разряды по плаванию, по стрельбе, по борьбе, тогда, может быть, и какая-то мужская гордость тоже не играла. Но зато нас это до того закалило, что мы уже это видим в жизни. Поэтому именно закаливание с детского возраста по различным видам спорта и по коневодству, поэтому мы сегодня на все готовы. Но я сегодня уже политик, зато это мне помогает и в моей политической жизни. А как? Я чувствую себя всегда всадником и скачу вперед, и за собой веду народ. Не только я, все политики. А что, Владимир Владимирович, он на коне не скачет, тоже скачет. Поэтому самое главное, я чему рад? То, что вот это все видит наше молодое поколение, подрастающее, а мы являемся как бы образцом, чтобы молодежь тоже была, значит, с молодости уже имела здоровый образ жизни, особенно среди молодежи, это всему помогает. И я рад, что мы даже этим примером показали, на каком высоком уровне провели свои 5-й азиатские игры. Все люди мира говорят, что это даже не Азиада, а Олимпиада. Например, из России главу делегации представляла наша уважаемая Матвиенко Валентина Ивановна. А она, между прочим, является почетным гражданином Ашхабада. И то, что вы видите в городе Ашхабаде, архитектуру она заложила. Каким образом? Потому что она консультативно помогала. Если вы видели построенные мосты у нас в городе Ашхабаде, мы взяли именно под модель Санкт-Петербурга. Это строила русская компания «Возрождение». У нас вот такие очень хорошие вопросы сотрудничества с Великой Россией. А какие сейчас основные направления сотрудничества, наиболее актуальные? Мы первым долгом уделяем периодике, чтобы наша молодежь, во-первых, знала несколько языков, кроме государственного. И один из первых – это русский язык, английский язык и там более французский, китайский, японский. Но самое главное, у нас 3 языка. Туркменский государственный, русский язык и английский язык. Поэтому мы очень большое внимание уделяем периодике. Если вы можете вот походить по городу, посмотреть,
у нас очень много русского издания. Это действует на, видимо, менталитет нашему молодому поколению и развитию, конечно. А так, если говорить о наших экономических вопросах, то помимо нефтегазового комплекса, вопросов строительства, вопросов агропромышленного комплекса, мы в последнее время уделяем очень большое внимание вопросам транспорта и транзитных коридоров. Мы открываем самый крупный порт на Каспийском море. Его оборот в год это где-то 18 миллионов тонн. Это без нефтепродуктов. А плюс с нефтепродуктами где-то 26 миллионов тонн. И вот мы на последнем Каспийском саммите по инициативе Туркменистана и первым долгом нас Россия поддержала, что мы должны создать правильный логистический центр. То есть, значит, был рациональный грузопереток между нашими странами. На следующем саммите, который будет в Казахстане, наверное, придем к одному консенсусу и будем развивать вот эту логистику по развитию транспортного коридора. А что он должен связать? Судоходство, железная дорога, автомобильный транспорт. Самое главное, мы возрождаем Великий Шелковый путь. Во все времена, да, мы же были на стыке Великого Шелкового пути, а все зависит от нас. Под лежащий камень вода не течет. Это логика. Поэтому именно развитие транспортных и транзитных коридоров, это имеет большое значение. Вот этот вопрос был принят резолюциями, причем трижды, Организации Объединенных Наций. И первым нас не только поддержала, а была и коспонсором Российской Федерации. То есть это совместные интересы? Ну, конечно, это наши общие интересы, потому что сколько мы веков вместе были, и это неотделимо, и не отделишь, потому что инфраструктура-то у нас все-таки та же существует одна. Второй большой вопрос – это энергобезопасность, развитие по вопросам газопровода, где мы пришли к такому выводу, что это должно зависеть от производителя, транзитера и потребителя на равных долевых участиях и формах. Не должно быть здесь никаких других каких-то вопросов, а должны исходить на равных условиях, как я сказал, перед производителем, транзитером и потребителем. Потому что сегодня это имеет очень большое значение. Ну, газ, ликвидный материал. И я рад тому, что сегодня взяли государственную программу до 2030 года о вопросах переработки нефтепродуктов. Мы сегодня все минеральные удобрения из газа уже перерабатываем. Из полиэтилена делаем волокна, который можно даже и ковер соткать. Туркменский ковер, знаете, чем отличается? Чем ему старше лет, он тем более становится красивее и прочнее. Но эти секреты веками наши прабабушки передают только по наследству. Вы никогда не искажаете то ли иное событие, даете наяву, как оно и есть. А поэтому и ваш авторитет большой. Спасибо. Понимаете? Ну, это истина ваша. А вы посмотрите, это праздник, со всего мира гости приехали. Разве это не радостно? Мы в таком духе всегда будем продолжать, потому что мы так воспитаны. Мы имеем единое мировоззрение. Я горжусь нашей дружбой. Все это вот передаем подрастающему поколению, чтобы они это все знали. Все мы должны пройти через ратный труд и знать вкус этой жизни. Тогда будут результаты. А вот вы сказали про дружбу, если позволите, такой вопрос. Вот сейчас мы видим, что в Центральной Азии, да,
Такое происходит трансформация некоторая отношений между государствами в сторону большей открытости, дружбы более тесной, да, между всеми странами региона. Вот здесь какой курс проводить планирует Ашхабад? Это наша национальная борьба Гуреш, видите? Да, да. Они сегодня же завоевали самые элитные выигрыши во всем мире, потому что борьба на поясах, это не только у туркмен, она и у русских есть, и в других нациях тоже есть. Мы не только в регионе, а во всем мире являемся единственной нейтральной страной, которая дважды была признана Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Это в 1995 году и в 2015 году. Поэтому мы, например, ведем очень открытую политику дверей не только в регионе, я имею в виду среди стран Центральной Азии, но и во всем мире. И исходя из этого, под эгидой ООН, здесь, в Ашхабаде, была открыта 10 лет тому назад Центр по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии. Она в основном координирует все с вопросами мира и стабильности и упрочения дружбы между странами Центральной Азии. Это ваша была инициатива? Это была инициатива Туркменистана, но все Центральной Азии, в том числе другие страны, поддержали. И этот орган был создан здесь, в штаб-квартире в Ашхабаде. А я сейчас буду и принимать заместителя генерального секретаря ООН по контртеррористическим вопросам Воронкова. Сейчас я буду с ним на эту тему переговаривать. Вопросы терроризма, экстремизма. Ведь в мире видите, что творится. Ливия, Сирия, Ирак. Но все равно, знаете, в какой-то степени это же играет роль на общеэкономические мировые процессы. Поэтому было бы хорошо, если был бы мир во всем мире. И первым долгом у нас здесь в регионе. Поэтому у нас таковых вопросов в регионе нету. Мы друг другу очень помогаем. И самое главное здесь, общим координатором у нас является Содружество независимых государств. СНГ это играет очень большую роль именно в координации наших политических, экономических и социально-гуманитарных вопросов. Например, в этом году председательствует Содружество независимых государств Таджикистан, а в следующем году мы поэтапно уже председательство берем на себя, так что я опять приглашаю вас, вы можете на его посмотреть, как мы обсуждаем свои вопросы именно в составе Содружества независимых государств. Хотя Туркменистан по уставу Организации Объединенных Наций не имеем права членства, особенно в каких-то, в общем, внеблоковых военных организациях. Но все равно мы от СНГ не отходили, не отойдем. Мы все равно, как нейтральная страна, являемся ассоциированными членами. И причем являемся активными. Например, тот пример, что даже мы сейчас сопредседатели, а вот в сентябре месяце в Душанбе примем уже председательство Содружества независимых государств. И мы уже предлагаем очень много инициатив. Вчера, например, я смотрел, как Владимир Владимирович пронаименовал годом театра. Отлично. А когда Владимир Владимирович у нас был визитом, он очень хорошую идею подал. Когда вы будете председательством, или же, может быть, в следующем году, он в прошлом году был, давайте год назовем годом архитектуры и строительства. Мы поддержали, мы уже его и подписали, что год строительства архитектуры. Или же, например, мы в следующем году председатели очень много предлагаем гуманитарных вопросов. Например, по вопросам линии здравоохранения, как за детьми смотреть, вакцинация правильная, театры. В Ашхабаде есть театр имени Пушкина,
Есть русско-туркменская школа имени Пушкина, ну и таких примеров много у нас. Почему бы это не использовать именно в год председательства? Конечно. Ну и других очень много таких примеров, много, что это все сплачивает народы. А ведь когда народы это видят наяву, то это очень хорошо реализуется в жизни. Дружба еще более укрепляется, и мы идем все и дальше. А мир-то меняется очень быстро. Прогресс сейчас очень быстро идет, научно-техническом я имею в виду. Особенно в области связи, здравоохранения. А вот обмен опытом между нами имеет очень большое значение. Как с политической, как с экономической, так и гуманитарных точек зрения. Молодежь нельзя держать, чтобы они правильно нашли свое место в жизни. А государство должно всячески содействовать этому. Конечно, национальный колорит, то, что вы видите, который унаследовало нам наши предки издревле, его идти со временем много. Вот это самое главное. Но никогда устои наших предков не надо забывать. Это основа. Конечно, ну это в любой нации, будь ты туркмен, будь ты русский, это же наша святыня, мы должны всегда с уважением относиться к этому. Это имеет очень большое патриотическое значение. Молодежь, чтобы она шла всегда со временем в ногу. Самое главное, вы покажите всему миру, что мы действительно открыты. А вот мы соседи с Азербайджаном, с Казахстаном, с Россией, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Афганистаном, Пакистаном, вон за горами Иран. А как дружно живем? Мы открыты и ведем политику открытых дверей. Походите по городу, везде у нас кафе, интернеты. Зайдите на наши базары, наши изобилия. Это мы все своими руками сделали. Мы практически на 70% выполнили продовольственную программу, потому что даем зеленую дорогу среднему и малому бизнесу. На следующей неделе откроем новый морской порт, он для всех нас, то есть для наших соседей и России, и Казахстана, и Азербайджана, и Ирана. И причем мы как наименуем Каспийское море, море мира и добрососедства. Так что приезжайте, вам интересно будет. Оно построено по самому современному стандарту. Сейчас мы там построили на 13 тысяч единиц минимум 5-звездочный отель. В Авазе, Авазан, это национальная зона Аваза. При въезде на Авазу мост, который построили российская компания, уникальный мост. Рад с вами познакомиться. Спасибо. Нам очень отрадно то, что вы участвуйте на наших общих праздниках. И еще раз пожелать вам успехов и передайте всему вашему коллективу все наши наилучшие пожелания. И всегда рада вас видеть в вашем братском, солнечном, гостеприимном Туркменистане. Спасибо большое. Спасибо.